Здравствуйте, уважаемые подписчики канала Дневник Ивенко. Меня зовут официально Иван Алексеевич Илистяров. По свои называют Бану. Работаю у себя в организации директором своей организации. Организация занимается разведением домашних северных оленей и охотой. Также возрождаем свои традиционные виды промыслов, можно так сказать. В этой организации работаю 8-й год. Именно вот в этой организации занимаемся в сельском хозяйстве. До этого работал учителем в школе, 9 лет педстажа. По образованию историк, 5 лет в ЕГУ отучился. По специальности 9 лет отработал. Потом что-то захотелось поменяться. Школа в моральном смысле и в психологическом смысле не полностью меня устраивала. То, что я учителем работаю. Весной, осенью, в периоды вот сезона охоты в тайгу все время хотелось. И вот своя мечта исполнилась. Работаю сейчас вот постоянно. Сейчас отдыхом считаю лежать на диване с пультом и с интернетом. Работа, постоянно выезды, постоянно командировки. 5 оленистад у нас есть, около 3000 оленей. И этот у Алика, вот это оленистадо номер 7, основное стадо. Отсюда все движения делаются. Сюда приезжаем, закидываем всю технику, основную часть ГСМ и с собой возим, уже по стадам ездим. Потому что сюда транспортная схема нормальная, более доступная по сравнению с другими оленистадами. Работаем. Ну, наша работа заключается в защите оленистад. В защите оленистад от хищников. Основная работа. Хищники съедают, уничтожают поголовье наших оленей. Медведи, особенно весной, когда из берлог выходят, им нужен мясо нужно доступно. Диких зверей мало стало, промышленность же развивается, поэтому ихнего, как говорится, естественного корма становится меньше у медведей. И они начали интенсивно, вот последние года начали нападать на наших домашних, на легкую добычу, можно сказать. Приучаются к людям, люди возле трасс кормят этих медведей. У медведей вот стойкая ассоциация, где люди, там еда. И они же знают, что вот весной, когда отел начинается, оленята беспомощны и приходят, давят вообще сотнями, вообще без приплода могут оставить. Поэтому приходится защищаться. Медведи, они опасны в основном только весной. Вот. Весной вокруг стад. Мы за ними целенаправленно весной не охотимся. Мы просто объезжаем свои оленистада и защищаемся, можно сказать так. А в другое время года они нам даром не нужны. Если нас не трогают, мы их тоже не трогаем. Мясо медвежье, да, конечно, если оно не червивое, едим. Если жир внутренний используется, ну, в основном весь жир используется. Если не червивое, мясо тоже в пищу идет пригодное. А если непригодное к пище мясо, в гулиги складываем. Ну, так называемые гулиги, захоронения, воздушные захоронения. Но с уважением к ним относимся. У нас на канале все это освещено. Канал Бану называется, так и называется. Если кому-то интересно, можете зайти посмотреть. Там, в Инстаграме просто набираете Иван Илистяров, выходит, и там ссылка есть на YouTube канал. И можете туда зайти, если интересно, посмотреть, как мы живем, чем занимаемся, как проходит наша повседневная жизнь. Ну, там в основном оленистада, в основном защита оленистад, как мы ездим, на чем ездим, какие стволы используем. Наша жизнь обычная повседневная наша жизнь. Но волк это уже отдельный разговор. Волк это вообще страшно. Он опасен круглогодично. Особенно в летний период, когда снега нету, когда вот следов его не можем найти. Они же не как южные волки, вот наши северные волки. Они вообще умные, у них интеллект. Они вообще, как говорится, могут обвести вокруг пальца человека, охотника. Зимой вот по их следам
Мы в основном охотимся за ними вообще вот по ихним следам ездим, днями можем ездить, неделями можем за ними гоняться. На снегоходах и на оленях. Как у нас группа ездит. Зимой еще с ними бороться можно. Вот в марте, феврале можно бороться. Февраль, март. Мы начинаем, как уже снег падает, когда снегоходы ходят. Уже вот вокруг стад ездим постоянно. Следы, если увидели, уже начинаем гоняться. Яды раньше использовали. Таких ядов сейчас нету. Сейчас ремифон, но он мышечный, типа релаксант. Там тоже надо замуту свою. Возьмет, не возьмет, съест, не съест. Если съест, то подействует или не подействует. Там тоже свои хитрости. Церукал добавляют некоторые. Мы так не пробовали. Противорвотное средство, чтобы яд у них внутри остался. Там от этого яда только один же умирает. Потом что делаете с тушками волков? Да тоже гулии, тоже захоронение. Если добыли волка, шкура снимается, шкура сдается, ну, все эти бюрократические препоны проходят, ветеринарку делаем, потом сдаем в Якутске, Сахабулт. За одну шкуру волка республика выделяет 20 тысяч рублей, район выделяет 20 тысяч рублей на одного волка, это получается, да. А с тушей тоже не выкидывается ни в коем случае. Некоторые сжигают, некоторые захоронения, но мы обычно гулики делаем, воздушные захоронения, как медведя тоже. Гулик сложили и все. А так с медведями то же самое. По части закона Итибар такого Ленарди. Но насчет законов, да, оленеводам это разрешается. У нас в уставе так прямо написано. Круглогодичная охрана оленистат от всех хищников. Организация с особыми уставными задачами, как ВАХРА, как полиция, как Росгвардия. И вот оленеводы туда тоже входят. Круглогодично с собой имеют право таскать ствол, нарезной ствол, служебный ствол. Это рабочий инструмент, можно сказать, оленевода. Он без ствола уже пол оленевода получается. Лицензии у нас на волков выдаются круглогодичные. На регулирование лицензия. Постоянно с собой таскаем, носим. Чтобы проблем не было. Все равно законы надо соблюдать. На медведей, на других копытных, то, что вот мы КМНС, коренные малочисленные народы Севера, там свои тоже вот квоты же есть. Квоты есть. Но все равно стараемся всегда с собой носить, таскать документы разрешительные. Например, на стволы обязательно документы должны быть. Всегда таскаем. И на добычу вот животных, например, пушных животных, добыча копытных животных, если в то время, если сезон, если время позволяет, с собой таскаем эти разрешения. Стараемся, чтобы все документы у нас с собой были. Все равно те же требования же. Но дело в том, послабление в том случае, что у нас идет для защиты оленистат, они не нужны. Для защиты, ну, рабочие инструменты, можно сказать. Но ребята требуют всегда с собой, что всегда все время с собой было. Я полицейских имею в виду, охрана природы. Но они с пониманием относятся тоже. Работу же нашу видят, какие потери несем от хищников. Человек же везде наступает, прогресс наступает. Мы испокон веков жили в тайге, вот оленеводством занимались. И вопрос же такой часто задают. Почему раньше без стволов, без ядов, без техники справлялись ваши эти предки? Но просто справлялись из-за того, что ареал обитания диких животных был большой. Диких зверей было много. Они к людям не подходили, как сейчас. Поэтому вот как-то регулировали. В советское время авиаотстрел практиковался. Вообще сотнями часов давали на хозяйство. Чтобы с воздуха регулировали численность хищников. И использовали мощные яды. Эфтроцетат бария. Еще какой там стрихнин вроде использовали. И держали вот количество медведей. Количество хищников вообще вот нормальное стояло. Не такое, как сейчас. Сейчас же вообще вот тысячами, десятками тысяч стало, про медведей говорю. Вообще, и государство вот тоже с одной стороны ввело вот эти ограничения, штрафы жесткие.
300 тысяч, 400 тысяч. Куда там медведь? Охотники обычно не стреляют. Но сейчас более-менее вот документы, в смысле разрешения стали делать. Увеличили количество дней вот, для добычи, для возможной добычи хищников. Ну не знаем, поможет это или не поможет. В бытовом отношении, конечно, елки, по сравнению с городскими жителями-то вообще разница. Тут, ну, не знаю, как еще может быть лучше вот наших условий. Все, что можно здесь для отдыха нужно, сделали. Душевая, вот, стоит, палатку натянули. Зашел, да помылся сколько хочешь, да? Но только там двигаться, там кран открыл, и вода течет, такого нет. Надо сначала подготовить все это. В туалет идешь, тоже удобство на улице, свежий воздух, живут в палатках в летний период. Вот просто оклады делаются, полы делаются, чтобы пыли поменьше было. В зимний период на постоянной базе живут в домиках, в избушках, можно сказать, охотничьих. Электричество, электростанции работают. Насчет интернета, вот на это стадо вот планируем в этом году. Оборудование все есть, должны привезти вот до осени уже на зимних поставим. И этот спутниковый интернет считается. Проблема с кадрами, молодежь не идет, молодежь не идет. Одна проблема, зарплата маленькая, все. Просто с такой работой 25 тысяч заработной платы. Молодежь лучше пойдет к промышленникам. Там сотни тысяч, разница же большая. Поэтому и работа тут, можно сказать, рискованная. Хищники, во-первых, да. Во-вторых, вот можешь замерзнуть где-то, что-нибудь сломается или что-нибудь сломаешь, тоже можешь там. Опасно. Подрыв здоровья есть, да? Да, подрыв здоровья, конечно, есть. Поэтому же оленеводы на 5 лет раньше на пенсию уходят. Ну, вредность работы же есть. Под открытым небом ночуешь. Летом жарко, мошкара, оводы. Зимой холодно. В палатках постоянно жить-то, елки. Удовольствие не слишком хорошее. Поэтому молодежь боится. Они говорят, ребят же знаешь, которые поработали чуть-чуть, потом ушли, их подкалываешь, ничего, в тайгу пойдем, знаю. Я что, дурак, что ли? На корм медведям, что ли, пойду? Вот прямо так и говорят. Средний возраст вот, молодежи, вот, мое поколение осталось 40, больше 40 лет. Единица до 20 лет, единица, один человек у нас в организации. Куприян, сын Альберта, бригадира нашего. А так, на Канкунском стаде бригадир ихний, почти 80-летний, Вася Захаров. Вообще всю жизнь тоже в оленеводстве работал. Сам ходит на лыжах, ходит, сам оленей запрягает. Короче, ну сам все делает. 80 лет человеку до сих пор. И зимует там в палатке. Он фанат, короче, своей работы. Ему 80 лет. Представляешь, 80-ник человека в тайге живет. И Дима, самурай, до Куранаха довезешь, который известная личность же, да, тоже. Мой одноклассник, вместе росли тоже. Он там бойцом работает, оленеводом, то есть. Ему 42 года, так же, как и мне. Вот Демону 42 года. Альберту 49 лет. Ну, Мишке там 30 с чем-то, да, и, который там работает. И с семьями уже здесь работает. Алик с женой, дети его вот летом. На Канку то же самое. Самурай с детьми до Куранаха ты везешь. Дети егошние летом туда приезжают. С женой там тоже, жена чумработницей работает. А так молодежь не идет, потому что не с кем общаться. Тут работа тяжелая, опасная, интернета нету, благоустройства нету, все самому надо делать. Благ цивилизации нет, и зарплата маленькая. Была бы зарплата побольше, потянулись бы, наверное. В основном я помню, к охоте приобщил меня дед Алексей Иванович Дормидонтов. Постоянно с ним помню. И рыбачили, и охотились. Вот соблюдение обычаев и традиций одних, конечно, от дедов остается. Он всегда возил с собой, приучал, как охотиться, как соблюдать вот эти обычаи и традиции. Например, когда добыл медведя, захоронение его не объясняли, как это делается, для чего это делается, почему это делается. Вот. Также
отношение к природе вообще другое они же прививают. Надо вот бережное отношение к природе. Если, например, ты сейчас тут сиюминутную выгоду, чтобы использовать, тому застрелишь чего-то, там, например, самку, да, с детенышем, или которая будет рожать, в последующем-то, следующие годы этого же не будет, например. Этой самки не будет, это приплода не будет. Вот эти моменты вот учитывать учили, например, что самок нельзя бить, в это время нельзя рыбачить, в это время нельзя на кого-то, на данный какой-то вид охотиться. Потому что вот всему этому дед учил, как рыбачить, и учили к этому. Больше того, что те на личное потребление нужно, больше брать не надо. Вот этому учили тогда, вот это было. Не было хищнического отношения в то время. Первый вид, как помню, охоты в детстве, это, конечно, все время ребята с рогатками бегали, знаешь же, наверное, да? На бурундуков охотились, на мышей охотились. Бурундук, помню, вот серьезная бурундуки, там мелкие там ташки, вот эти мышки, это серьезной охотой же не считалось. Серьезной охотой считалась рогатка, это если добудешь белку. Вот помню, давай про белку расскажу. Вот мы с рогаток пуляли, ну, принято так. Все охотятся, взрослые охотятся, даже женщины некоторые охотились. Вот с детства такое же понимание, да, мужчина должен быть добытчиком. Вот такое вот развивается. И на первую серьезную охоту собаки там вытащили белку. Втроем или вчетвером. Добыли его. Очень тяжело добыли. Потому что по сравнению с бурундуком белка вообще крепкая на рану. Из рогаток его там, конечно, добыли. Там вот радости тогда было. А так первая серьезная вот добыча. Так что, ну, вроде с дедом лося, ну это в школе уже. Средние классы, 6-й, 7 класс. Дед за рулем, у него зрение слабое было. И стреляю я. Охраняем Сахатова один раз добыли, да. И много, не всегда же вот эти, как говорится, удачные моменты. Есть и неудачный момент. Несколько тоже случай был. 5-й, 6-й класс, вот тогда вот уже начал охотиться. Карабин уже мог держать в руках. А так постоянно за дедом ходил, ствол его ж не таскал, мелкашку или карабин, если есть. Если до дела доходит, уже дед стреляет, а я как оруженосец ходил с ним. Вот гордился, елки, ничего себе, я СКС таскаю. Я этот боевой карабин таскаю или мелкашку. И патроны давал мне всегда. Если собаки там охотники, они же все равно белок, этих бурундуков же на дерево загоняют и начинают лаять. Дедушка мне всегда давал по 3-4 штуки патрона на мелкашку. Я думаю, почему он мне столько много патронов дает? Да типа один же патрон только нужен. Это же не рогатка. Всегда удивлялся. Потом до меня дошло, что можно было вот эти выстрелы. Он же, если я мимо стрельну, там типа запасные давал, я вот всегда удивлялся. Потом, когда чуть-чуть повзрослел и поумнел, я начал использовать все патроны, чтобы по мишеням стрелять. Я же с первого сразу, вот рядом сидит метров 20, не двигается, как не попадешь-то с мелкашки. Один раз стрельнул, это не рогатка же. Потом уже, когда повзрослел, стрелять же охота. Мимо специально стреляешь. Или сразу застрелил, и потом уже по мишеням стреляешь. Приходишь, дедушка с последнего выстрела попал. Надо в следующий раз еще пару патрончиков добавить. Мало ли еще там убежит же. И, ну, этот приобщали к охоте, приобщали к меткой, ну, как правильно стрелять вообще. Самостоятельно доверяли. Как использовать оружие учили. На людей нельзя направлять заряженный, как держать ствол, когда заходишь, когда передаешь ствол, как на охоте себя вести, например, как пули хранить. Вот вообще бережное отношение к оружию тоже прививалось с детства. Оружие, этот ствол же, он, карабин или мелкашка, неважно, да, ствол, он же как рабочий инструмент, например, у тебя в порядке всегда должен быть. Как у водителя машина, так у охотника и у оленевода ствол один из рабочих инструментов, как топор для плотника получается. Если по стволам, конкретно по стволам, у меня мелкашка есть, ТОС, его не использую, вот, просто для
для развлекательной стрельбы использую. А так с собой таскаю сейчас, например, вот летом, когда в машине вот таскаю. Сайгу таскаю 308-ю. Первое исполнение 46-е. Удобная вещь. Это сейчас охраняли на приваде, для привада, чтобы вспышки пламени не было. И звук слишком большой, ушам больно, по ушам бьет. Поэтому у брата вот этот взял. Ну, там на него документы соответственно, имеет сертификат, что он не глушитель, а просто прибор беспламенной стрельбы. И чуть-чуть на 30% звук поменьше становится. Ну, вот этот прицелы используем. Он удобный, раскладной, убойный, на 300 метров вообще хорошо стреляет. Ну, нормально, понравился этот ствол. Это бюджетный вариант же все. Фонарики, например, вот эти используем. Фонари и лазерные прицелы вот только начали использовать. Когда вот темно на приваде, например, сидишь, медведь подошел, видно его силуэт, но мушку не можешь поймать. А его надо уничтожить, потому что он оленей твоих давит. Что надо делать? Если мимо стрельнул, подранил, он может тебя самого же задавить. Поэтому стараемся тоже вот, пока до приборов ночного видения не дошли еще, до этих, ну, дорогое сильное оборудование, оленевод, зарплата 30 тысяч рублей, за сотни тысяч-то не можем себе. Лучше технику купим, например, какую-нибудь. Эти есть же как ПНВ, прицелы ночного видения, пока интересуюсь пока только. И эти, как его, тепло, короче. Тепловизор. Тепловизоры, да, вот недавно. Самый дешевый 69 тысяч стоит. Вот просто вот монокуля тело в тепловизоре, а не прицел. А прицелы они за 100 тысяч, за 100, за 200, за 300 тысяч. И вот для открытой местности вот это Тигр, первый мой карабин, купил, как разрешение получил сразу. В армии, когда служил, тоже во второй части снайпером был, похожая вещь. СВДшка была там. А это Тигр под него сделанный, но огражданенный вариант. Калибр 5 и 5, 7,62 на 54. Вот. 10 патронов магазин. Оптика аналогичная почти вот армейской ПСО-1. ПОСП 4 на 24. Подсветка, ну то же самое, идентичный я купил. Вот, СВДшка нравилась в армии. Там 4 месяца, что ли, не этим, не профессионалами, а вот эти какие войсковые снайпера же есть, которые вот, обучаются во время срочной службы. Такие, которые идут, никоим образом не претендую на звание снайперов профессионала. Нас к этому не готовили, сразу говорю. Мы должны были идти в наступающих цепях пехоты и стрелять с расстояния 300-400 метров. Давить свои цели. Служил во Владивостоке. Первая часть рота охраны штаба Тихоокеанского флота, там 1,5 года отслужил. И потом перевелся в другую часть, 55-ю дивизию морской пехоты, тоже Владивосток, 165-й полк, десантно-штурмовой батальон, 2-я десантно-штурмовая рота, 2-й взвод. Взводным был Атрахимович, фамилию помню. Родным был Вдовенков Иван. Это 99-е годы. Как раз 2-я чеченская кампания же началась, была. Нас со всего флота собрали, вот добровольцев, батальон этот. И начали усиленно готовить ко 2-й чеченской кампании. 4 месяца, 5 месяцев, что ли, усиленной подготовки. Потом наш призыв уволили. Вообще мне не повезло. Я же не хотел туда идти. У меня там в своей первой части там маленькие, скажем так, неприятности случились. Поэтому я, когда добровольцев начали набирать, и чтобы поменьше неприятностей было, туда ушел. И выиграл. И там, короче, и туда не попал, получается. Сразу до 20 лет домой еще приехал. 20 лет на гражданке мне исполнилось. Приехал домой, и на завтрашний день рождения. Так что повезло. И после армейки поступил в университет, 7 лет отучился. Все нормальные люди по 5 лет учатся, я 7 лет отучился.
2 раза академ брал. 1 раз по состоянию здоровья. И вот про шрам же спрашивали, что за шрам у меня. Тоже вот вещи вот. По молодости, по глупости, по молодости в драке, в групповой драке получил травму. Выдергали, ударили, потом выкарабкался из-за того, что молодой. Закрытая черепно-мозговая травма. Но это о многом задумался после этого, когда лежал беспомощный в реанимации. Вообще к жизни другое отношение уже, другое видение жизни, другое отношение к людям, к своему здоровью, вообще вот. Такие же вот моменты же заставляют человека задуматься, когда вот уже на волоске висишь. Вот это в первый раз в 20 лет было. Потом университет второй академический брал из-за того, что сезон охоты начался, а я не успевал его, а так хотелось охотиться. Дипломный когда писал. На год отсрочил и поехал поохотился, зато красиво. И на следующий год дипломный сдал. Потом 9 лет школы, 5 стажей в школе работал. В Большой Мархе работал в Якутске. Потом работал в поселке Бярия несколько месяцев. Потом Усть-Алданского района. Потом работал в поселке Чаран, тоже Усть-Алданского района. 9 лет там отработал. Женой. Жена тоже учительница. 5 детей, девочки все. Ювелиром называют люди меня. Сам себя тоже ювелиром называю. Жена тоже по образованию учитель физики, она учитель физики и информатики по образованию. Я учитель истории и обществознания по образованию. А так оленеводов знал с детства. Вот как они живут, чем они живут. А так сильно по стадам ездить не ездил. Это я пойду против истины, да? Если начну говорить, что с детства, вот как я помню, было оленевод. Нет, такого не было. Я же вообще из поселка видел, наблюдал за оленеводом. И школу. Ну, понять это было маленькое. Охотиться охотились, но оленеводством не занимался. Мои эти предки не занимались оленеводством. Мой дедушка урулил, можно сказать. Был директором частных оленей же не было у него во время колхозов, да, когда объединяли. Дядька тоже был директором этой организации. Тоже вот рулил. Я у него там зоотехником поработал некоторое время, потом заместителем, потом директором стал организации. И вот только в этот период, вот последние 7-8 лет, занимаюсь конкретно оленеводством. Вообще сейчас все вот эти тонкости уже знаю, потому что живу же с этим. Круглый год командировки. В конторе стараюсь не сидеть, штаны не протирать, потому что, во-первых, что там делать, неинтересно. Целая контора, там целый штат же есть, пускай работает. Им задание, направление даешь, а контора, бухгалтерия для чего есть, чтобы считать. Зоотехника для чего есть, чтобы следить за документацией оленеводов. А моя обязанность финансирование выбить, всякие программы вот эти выбить по якутству. Это не люблю, елки. Ходить надо по кабинетам, там общаться, что-то договариваться. Но это мои обязанности функциональные, приходится это делать. А если когда все вот, например, все документы сделал, финансирование защитил, отбились вот от всего, сразу на стада еду. Езжу по стадам, смотрю, чем дышат, как живут люди мои. И вникаешь в их проблемы хорошо, когда вот с ними в зимний период в палатке, когда минус 50, поездишь с ним по стадам. Вот проблемы их не увидишь, уже смотришь, что конкретно нужно. Вникаешь в тонкости, короче. В данный момент я вот приехал с ребятами, позавчера же приехали, да? Это не только вот недавно здесь был, 3 дня назад здесь был, летний период здесь. Сейчас, короче, строится база здесь. Изгородь делается 50 километров, база строится, домики должны привезти еще 5 штук домиков. Будем туристов возить, интересующихся людей. И, короче, продукты возим, людей смотрим, что они сделали, смотрим, что им нужно для обеспечения, работников туда-сюда возим. И в то же время еще вот оленеводы мои, сейчас же олени разбрелись, сезон такой, да, конец лета. И они разбредаются по маленьким кучам, вот помогаем им помогаем. И в тот раз вот оленя привады уже сделали.
И там охраняем, помогаем, короче, усиливаем огневую мощь, можно сказать. И контроль ведем, как работают. Потому что же контролировать надо, сроки же поджимают. И когда вот тут вообще постоянно, каждую неделю почти машины ездят туда-сюда. Почти все лето. Потом, если машина свободна, в другие стада ездит тоже. Сейчас, в данный конкретный момент, привезли туристов сюда. Вот один американец и перевозчица москвичка тоже. Ну, я с Якутии сама родилась здесь. И гостя привезли, ну, тебя привезли. Съемки делаем, как они вот живут. Оленеводы наши, что они делают. Заставлял, оказывается, да, так? Да. Сейчас Сейчас снимать пойдешь, да? На охоту?